Добрый день. Здравствуйте. Нурболат Тулешевич, спасибо, что вы пришли к нам в редакцию, ответить на наши вопросы. И, конечно, наверное, основная тема будет это вся та же эпидемия, пандемия, которая происходит в мире. И сразу же такой первый вопрос для наших телезрителей, чтобы им было интересно. Вторая волна, она как сейчас? Она уже наступила? Вышли мы на плато или мы приближаемся к плато? Вы знаете, давайте немножко проясним развитие пандемии в других странах, во всем мире, что происходит. Достаточно много информации по этой части. Пандемия, она развивается, еще достаточно большие проявления наблюдаются, уже более 43 миллионов и очень много умирает. Продолжает процесс идти по всем регионам земного шара, этот процесс продолжается. Подъемы идут, некоторый спад наступает, затем следующую волну. Да, вот в таком развитии событий нам приходится и получать информацию и у себя в стране какие-то меры принимать. Что касается от европейского региона, куда мы относимся, там за последние 3 недели произошли тоже изменения в развитии эпидпроцесса самого. Если три недели назад мы говорили о большом нарастании, если месяц назад мы говорили практически о 48% нарастания числа случаев, то на сегодня темпы прироста мы говорим уже о 8%. То есть происходит очередная волна подъема, затем наступает некоторый спад заболеваемости. Такая же ситуация типична и для нашей страны, потому что, как вы знаете, в июле был очень большой подъем. Числа случаев было много, очень много отмечалось и число смертельных, летальных случаев от этой болезни. Но на сегодня я бы немножко схематично, если мы посмотрим, чтобы было более понятно, что такое первая волна, что такое вторая волна, то вот таким образом ситуация она и выглядела. То есть мы в июле имели вот такой рост числа случаев заболевания, практически это с конца июня месяца, и резкий подъем заболеваемости. В то же самое я хотел бы отметить, что происходило с марта месяца. То есть в марте месяце были первые случаи выявления больных и людей с признаками заболевания. И, как вы знаете, у нас были введены очень жесткие карантинные меры в этом плане. У нас был контроль сильный на границе, на пунктах пропуска. И затем все карантинные меры были направлены для того, чтобы мы ограничили движение у населения. Немножко сильно ударило ограничение по экономической деятельности. То есть мы приняли меры по разобщению населения и снизили контакты. Вот тогда этими мероприятиями нам удалось в очень такой жесткой мере сдерживать эту ситуацию, хотя вы знаете, что в марте, в апреле месяце в европейских странах, в других странах наблюдался очень сильный подъем. Первый удар этой пандемии пришелся именно на эти месяцы. Но у нас затем 25 мая в соответствии с постановлением мы начали поэтапно выводить в штатный режим экономическую деятельность, потому что долго вводить карантин и держать в обсервации нельзя, потому что замедляется экономическое развитие, и люди начинают испытывать затруднения в этом плане. Поэтому нам приходится на весы ложить либо экономическое развитие дальше, чтобы сдерживать, либо же мы вопросы здравоохранения. Но за время карантина обычно происходит подготовка системы здравоохранения для того, чтобы мы могли принять все необходимые меры, если осложнится эпидситуация. Вот то же самое происходило и здесь. Мы закупали лекарственные препараты, готовили коечный фонд, но были посильные меры здесь предприняты. Но в мае месяце мы начали первые этапы возобновления экономической деятельности, постепенно смягчали ограничения,
Но затем наступил тот момент, когда критическая масса нарастает, и первый удар пришелся на конец июня и июль месяц. Вот. И еще к тому же 17 июля мы объединили статистику. То есть и ковидные болезни, и пневмонии мы взяли на одну статистику, но по 2 кодам, для того, чтобы снизить и социальную напряженность в обществе, и тактику отработать, она была едина, и мы в этом не ошиблись. То есть мы все случаи брали в одну статистику и проводили полноценные мероприятия в отношении тех и других. Но тем не менее, весь июль мы были в напряжении, система здравоохранения была на пределе, здесь пришли на помощь и волонтерские движения, и очень много неправительственных организаций в обществе помогли нам развернуть и дневные стационары, и в спортивных комплексах, иногда и в отдельных больших мечетях. Даже был случай, когда в зале ресторана нам пришлось открывать дополнительные койки. И таким образом в начале августа происходит снижение этой заболеваемости. И мы 2 месяца, август и сентябрь, были на спаде. Затем происходят опять в обществе массовые какие-то мероприятия у нас. Вы знаете, что в начале октября были на площади массовые выступления, молодежь была, и без нарушениями санитарных правил, и без соблюдения их. И у нас мы имели и другие предпосылки к этому пришли, потому что продолжаются вот эти массовые пиршества, той, ашт, вот это все приводило к тому, что опять созданы были условия для того, чтобы у нас появилась и вторая часть вот этого процесса, то есть очередной подъем заболеваемости. И вот мы в конце октября, в ноябре мы достигли вот таких уровней, и вот сейчас идет некоторая стабилизация по этой части, и у нас в день регистрируется от 380 до 580 случаев выявления новых случаев. То есть на этих цифрах мы стабилизировали эту ситуацию. Министерством здравоохранения на сегодня предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы удержать вот этот порог и по возможности предпринять меры, чтобы не было у нас дальнейшего подскока. И в этом направлении у нас вот мероприятия продолжаются. И здесь вот каким образом мы используем методики Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы каким-то образом предусмотреть или же распознать, что будет происходить. Вот один из параметров, который я хотел показать, это здесь еженедельное эффективное репродуктивное число называется. То есть способность одного больного заразить какое-то некоторое количество других людей. И если эта способность находится на уровне единицы, то это некоторая стабилизация, в принципе, на каких-то показателях. И вот сейчас мы имеем, в октябре показатель был 1,5 до 2 доходило единиц. На сегодня мы находимся 0,9, 0,89 вот в таком положении. Поэтому вот эти показатели позволяют нам немножко спрогнозировать. Да, похоже, букву «Р» начали считать недавно, да, по графику? В принципе, по графику это мы берем только за сентябрь, октябрь, то есть, чтобы мы поняли ситуацию по октябрю месяцу. Вот такие же методики. Хорошо. Это был август месяц. Толеша, спасибо за то, что вы нам рассказали официальную версию, как Минздрав видит ситуацию вообще по эпидемии. Да? Давайте теперь перейдем к вопросам, да? Потому что все-таки вопросы накопились. И вот вы оправдываете карантин тем, что нужно было время подготовиться к пику. И тогда сразу тут вопрос, насколько это была хорошая подготовка, то, что мы видели в июле, да? И сразу же второй здесь вопрос. Вообще, насколько это оправданно было все-таки вводить карантин, по вашему мнению? Вы знаете, давайте начнем со второго вопроса. Введение карантина. Введение карантина не преследует предупреждение новых случаев или же каких-то... Да, но вы говорите, что вы должны были выиграть время. Это карантин при любом заразном заболевании, при любой инфекции,
карантин вводится для того, чтобы Ну, вот взять вот этот период, когда можно было подготовить систему здравоохранения на случай Ну, эпидосложнений. оправдано ли было Это было выиграть полностью оправдано, потому что развитие событий в других странах и в соседних государствах свидетельствует о том, что вот этот процесс там начался раньше, чем у нас. Мы немножко оттянули то время, оттянули эпидпроцесс. Сколько мы выиграли время? Мы выиграли где-то месяц времени. Месяц Это времени. не менее вот такого периода мы имели вот такую форму Ну, времени. то, что было в июле, это тому, чему готовилось правительство, то есть так и должно было быть. То есть столько же мест, столько же врачей, Да. волонтеры. Здесь вариант такой, потому что когда время уже проходит и наступает время, когда идет анализ, глубокий анализ со всех сторон. Просто эта инфекция новая, с пандемическим таким потенциалом. Очень много неизвестного и до сих пор неизвестного, очень много противоречивых таких мнений, суждений, очень много результатов каких-то исследований мы получаем. И в то же время в июле то, что будет такой подъем, это не было возможно даже как-то обрисовать. Если мы работали бы чисто с положительными ковид-делами, то это, естественно, был бы такой процесс управляемый, и никого бы не напрягали. Но когда присоединилась и пневмония, и внебольничные вот эти случаи, и неподтвержденные вот эти заболевания, когда наслоились, то, естественно, это вызвало вот такое напряжение по всей системе. То есть пневмония, по вашему мнению, это был все-таки неожиданный фактор? Это был тот уровень пневмонии, который непрогнозируемая часть была, потому что мы еще перед этим думали, а где же наша ежегодная обычная пневмония, которая регистрировалась и от которой умирали тоже наши люди, от других причин, бактериальные какие-то пневмонии и так далее. Но когда это стечение таких обстоятельств получилось, что это, вот эта волна и той пневмонии пришлась на июль месяц. Хорошо. А вот давайте еще теперь про прогнозы. Вот в апреле, в конце марта где-то появился прогноз, что пик придется на середину апреля, и после этого начался как бы открываться экономика. Вы можете сказать, кто готовил эти прогнозы? Какое ведомство, какие ученые? Здесь есть и научно-техническая экспертная группа в Минздраве, вот, из числа ведущих специалистов. Была создана, попробовали эту группу создать из разных ведомств, чтобы мы имели хоть какие-то прогностические данные. Но, как известно, прогноз всегда дело неблагоприятное такое и неблагосклонное. А кто готовил все-таки этот прогноз? Все-таки это была группа специалистов, эпидемиологов, там и доктора Это наук. при Минздраве, да? Это Минздравская группа была. Мы готовили не только прогнозную часть, за это время была еще группа эпидемиологов, ребята наши, которые учились в других ведущих университетах мира. Скажите, почему они так ошиблись? С середины апреля пик они прогнозировали, он пришелся позже, намного позже. Вы знаете, сейчас, когда время прошло, конечно, об этом, наверное, ну да, конечно, сейчас легче об этом рассуждать, это да, естественно, да. Но с другой стороны, есть два направления, когда можно вот это делать. Прогноз — это дело такое, да, вот я уже сказал. Ну хорошо, ладно, они ошиблись. Здесь мы сделали, дальше моделировали ситуацию. Моделирование эпидситуации. Здесь специально была группа, мы смоделировали развитие событий, каким образом мы можем столкнуться с какими трудностями и какие напряженные участки будут. И здесь сделали такую базовую модель,
которая вот, в некотором плане описывала вот эти июльские события тоже. Но мы выбрали базовую модель и сделали несколько разработок в части снижения последствий, чтобы вот это, когда базовая модель разовьется, как вот в июле, то мы должны были учесть и другие А вы входили варианты. в эту группу? Вот, эту группу, в принципе, создал и инициировал эту группу я, в принципе. Вот Хорошо. это моделирование. Там Когда были другие прогнозы? Скажем, там прогноз были, Великобритании, те, которые тоже это подготовили. Великобритания, как раз Оксфордский университет. Ребята связывались, именно применяли методики Оксфордского университета, применяли методы других ведущих таких научных центров. Мы брали данные по университету от института Хопкинса, который сейчас сегодня ответственен за статистику во всем мире, статистику. И мы попытались смоделировать, выбрать еще ту модель, которая была бы приемлема для того, чтобы мы имели меньше последствий. Эти модели были представлены, они были доложены на оперативных штабах, мы обсуждали эти вопросы. А то вы имеете в виду Оксфордскую модель, да? Ну вот эти модели, Прогнозирование. прогнозировали, мы их на обсуждение дали, но у нас не было такого опыта именно выбрать какой-то оптимальный. Но мы выбрали оптимальную часть, когда на само население, на общество были наложены вот эти ответственность за дистанцирование, за масочный режим, за то, что будут вовремя обращаться за медицинской помощью, за самоизоляцию. Вот такие принципы были там заложены. И там модель предрасполагает, что мы должны именно в этой части соблюсти в достаточном уровне. Там есть методика специальная. Если, допустим, дистанцирование, то не менее 80% населения и людей должны были принять эти ограничения. Или же масочный режим, вообще там можно было больше 75%, это должно было То есть быть. это уже проблема государства и народа. И на проблему вот в таком плане. Культурные планы. Да. Мы дисциплина. к этой модели мы подготовили, рассчитали коечные фонды, ПИТы. И за это время мы заказали медицинское оборудование, там запускали механизмы и грантовой донорской помощи тоже. Но это требовало времени, потому что это быстро, границы закрыты, быстро не В итоге вы согласны с тем, что Оксфордская модель все-таки была ближе к реальным вещам? Я сказал, По прошествию, по прогнозирование часто ошибается. В прогнозах очень часто ошибаемся. Но в моделировании ситуации, ситуация более легче, потому что можно разные формы моделировать, и, соответственно, объемы мер там предусмотрены немножко разные. И здесь вот эта модель базовая, она так оно случилось в самом таком варианте. И как раз там были расчеты, то, что подтвердилось, да, расчеты были нагрузка на систему здравоохранения, что будет предельная нагрузка, доступ к кислороду. Очень много будут пораженных люди старшего возраста. То есть вот эти все вещи можно смоделировать в самом страшном варианте, правильно же? И вот попытки вот этого моделирования, они были, потому что ВОЗ буквально совсем месяца, 4 ноября мы получили временные рекомендации с учетом, наверное, изучения опыта других стран. Подождите, можно уточнить тогда? Да. Та ситуация, которая сложилась у нас в стране в конце июня, в июле, она была смоделирована вашей командой. Вы это хотите сказать? То есть нехватка кислородов, нехватка врачей, нехватка кроватей и так далее. Эта модель была представлена на расчетных данных, что если ситуация будет развиваться в самых таких... То есть это самый худший вариант Худший вариант был. И худший вариант наступил. Худший вариант наступил из-за того, что мы не выполнили ту часть. Модель была разработана с учетом развития событий, и в то же время для того, чтобы сбить накал, мы рассчитали уровень ограничительных мероприятий.
И когда мы надеялись, что эти ограничения сработают, вот та же дистанция, та же дезинфекция, та же антисептика, тот же масочный режим, это была надежда на то, что оно сработает. И мы взяли тот третий сценарий, модель, когда вот эти все ограничения сработают, и наше население примет эти ограничения, и они будут выполнять они, и при том уровне мы бы смоделировали тот уровень, когда он был значительно ниже тех. Но вы согласитесь с тем, что в конце июня фактически ограничений уже не было? Вы же помните, даже премьер-министр нас фотографировался, там такая большая групповая фотография, все без масок. Да, тот вариант, когда еще не было такого восприятия той опасности. Там было, по-моему, даже 7 этапов возобновления экономической деятельности. В мае месяце был первый этап. Скажите честно, в конце июня, в июле в правительстве была паника? Напряжение было большое, но чтобы сказать, что панических настроений не было, потому что оперативный штаб тогда ежедневно принимались быстрые оперативные меры. Вот. Конечно, этот процесс был в управляемом русле, потому что когда пришло вот такое неблагополучие, естественно, если была бы паника, и если бы были какие-то другие вещи, то не было бы той организации, которая была здесь. Когда волонтерские группы, они же сами по себе, как это можно представить, что они... Были случаи, когда, естественно, без врачей не обходится же. Они привозят, мы же их принимали, когда коек не хватало, там же поиск был вариантов. Поэтому и дворец спорта был для этого быстро, потому что государственные органы были со стороны правительства направлены. Там была накачка. Принимайте меры, организовывайте. Это сделать нужно. Ежедневные отчеты, вот эти все меры, когда мы собирались вечером в 6 часов, иногда в 8 часов и до 10, до 12 были отчеты по каждому региону, по каждой области. Сегодня есть, к счастью, вот та возможность, ВКСовские, видеоконференции, когда все службы сидят с расчетами и буквально решали вопросы в ручном режиме иногда. Это вот сейчас можно об этом говорить, но тот режим, который был, это там не было паники. Если бы была паника, там было бы, наверное, совсем другое. Это даже страшно об этом представить. Давайте теперь к антителам перейдем. Давайте. Вот у вас есть исследование, первый этап, то есть Минздрав официально говорит, и там есть цифры. Как вообще, сейчас начался второй этап? Давайте немножко коснемся, для чего вот эти исследования. Эти исследования направлены на то, чтобы изучить иммунную прослойку населения. То есть та часть населения, у которой есть антитела, то есть защитные вот эти барьеры. И чем он выше, этот процент иммунной прослойки, тем, естественно, более благополучна среда и общество. Здесь вот с самого начала мы искали эти возможности. Потому что это дело новое, новых тест-систем в этом плане не было. Они сейчас в затруднении мы находимся. Но мы обратились во Всемирную организацию здравоохранения, что мы должны начать эти исследования. И они были начаты в июне месяце. Вот первую часть исследований, это тест-системы, пришли 4800 тест-систем на вот столько людей можно было. Половину мы охватили южные области. Вот успели Баткенской, Волжской, Джалабадской области набрать пробы на антитела, вот то, что вы сегодня здесь даете. Потом вот эта волна пошла, естественно, мы приостановили. В августе месяце был забор крови в северных регионах. И первые результаты стали свидетельствовать о том, что есть какая-то часть населения, у которых сформировалось... в Нарыне 62%, насколько это был вариант, когда после июльских событий. конечно, после пика. Да, после пика, естественно... До пика не было смысла. До пика мы провели в южном регионе. Естественно, там уровень был ниже.
Ну, сейчас, Там наверное, низкий выше. уровень. А если сейчас буквально у нас уже, мы начинаем второй этап, уже свой этап, потому что первый начально был с помощью при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения. На сегодня мы объявили тендер, и он прошел. И мы ожидаем на сегодня, вот в декабре месяце, поставки ИФА-тестов порядка где-то на 45 тысяч исследований. И эти исследования мы сейчас постараемся провести во всех областях. Это будет случайная выборка. Вот. Мы будем отбирать категорию людей, которые будут характеризовать потом общее состояние по областям. И это это второй этап. Но на третьем этапе мы запросили еще столько же тест-систем для того, чтобы мы продолжили эту работу. Эта работа для чего? Если мы знаем уровень иммунопрослойки населения, то мы можем планировать объемы дальнейших противоэпидемических мероприятий. Допустим, вот все задают сейчас вопрос, а сколько людей нам надо прививать против COVID-19? Мы должны за время, пока к нам придет вакцина, мы должны изучить иммунную прослойку населения. Мы должны четко знать, какой процент людей защищены, есть защита какая-то. А остальной процент, до 80, до 85% мы должны доводить постепенно профилактическими. А второй этап прививками. когда закончится? Второй этап буквально как только тест-системы к нам придут, как поставщики успеют нам до конца декабря, может быть, мы немедленно будем приступать к этому. То есть уже в январе будут В какие-то январе мы результаты? будем уже эти исследования проводить уже в широком масштабе. Поэтому это очень важная часть исследования будет, когда мы будем иметь возможности уже судить о том, какие последствия COVID-19. Вот, по моим данным, правительство просило ВОЗ не афишировать, не говорить про первый этап. Вы знаете, это был какая-то есть причина или просто технический момент? Это не технический момент. Это когда мы закончили вот эти исследования, в августе месяце представили на заседании оперативного штаба. Накал страстей еще не был на спаде. То есть, и чтобы поддержать тот уровень настороженности, мы не стали его для широкой публики это делать. Потому что иметь там цифры, допустим, среди некоторых возрастных групп уровень наличия антител был очень высокий почему-то. Вот очень мало было детей школьного возраста вовлечено в эпид-процесс. В то же время почему-то при исследованиях мы нашли очень высокий процент антител. Среди детей? Среди детей. А это, может быть, это не соответствовало бы истине. Потому что количество исследований очень низкое. 4800 это мало. Это по статистике это достаточно? Не, я бы не сказал. Если математически брать? Ну, математически брать простой перерасчет, экстраполяцию делать, это было сложно, поэтому мы так и объяснили на штабе. Вы знаете, это предварительное наше вот исследование. То есть она сырое было исследование. А это предварительная часть, потому что это все должно быть перепроверено и более в масштабном варианте это должно быть. Хорошо, по вашему мнению, сейчас у нас есть антитела у населения? Сколько это может составлять процентов? Вы знаете, сейчас об этом говорить очень сложно будет, потому что очень разноречивые данные идут. Очень много разносторонних мнений идет. На сегодня вначале говорили о том, что есть институты, какие-то данные публикуют, мы же тоже ориентируемся по ним. Говорили, что достаточно высокий иммунитет появляется, что антитела могут быть дольше. Но когда время проходит, люди же набирают навыки, появляется информация. И здесь идет свидетельствование того, что возможно будет снижение уровня антител в течение быстрого времени. И на сегодня мы провели вот это исследование, но нам нужно будет такие исследования постоянно проводить, потому что у меня вот иногда мне приносят некоторые результаты анализов, где совсем маленький уровень антител. А я их спрашиваю, а когда же произошло-то заболевание? Они говорят, вот в июле месяце было, а вот сейчас вот такой уровень. А значит, где-то порядка 3-4 месяца и вот происходит такое снижение. Но у нас очень мало опыта вот этих вещей.
Я бы еще сказал, вот, допустим, наши вот исследования, да, вот предварительно дали показания, то есть показатели, когда более 30% населения формируется какой-то иммунитет, это из числа не переболевших. 30% медицинских работников среагировали на наличие антител. Это из тех, кто не болел. В то же время мы разрешили частным нашим лабораториям выступить в качестве наших партнеров и начать проводить эти исследования. Потому что у нас и потенциал пока не был для этого рассчитан. Поэтому все 12 частных лабораторий в Бишкеке, в Аше проводят сейчас ИФА-исследования. Но мы эти исследования договорились, что они будут эти данные все скидывать в государственные наши службы, где мы будем анализировать эту часть. Но, вы знаете, здесь тоже прямо экстраполировать нельзя. Почему? Потому что в Бишкеке к ним приходят люди, которые выписались из стационаров, из ковидной инфекции, из пневмониями, и после болезни через недели-две приходят исследоваться. То есть там высокий уровень антител? Там уже действительно, он там немножко выше, до 40%, иногда нам 45% говорят. Но это заведомо переболевшие люди, которые совсем в недавнем прошлом переболели и приходят просто конечно, такие посмотреть случаи у себя бывают. есть. Это в большинстве случаев в Бишкеке. Давай. Поэтому мы второй этап запланировали. В бюджете были выделены на это средства, чтобы мы могли еще 45-50 тысяч исследований провести и потом уже экстраполировать. Плюс дополнительно с ЮНИСЕФа, если к нам еще столько же поступит, то мы будем иметь возможности во времени. То есть вот примерно та же часть населения будет еще раз протестирована, и мы посмотрим, какой уровень антител в этом направлении есть. Он будет меняться или нет. То есть это мы уже на своей практике это будем делать, потому что ориентироваться на какие-то мировые тенденции или тренды, то это очень сложно. Хорошо. Давайте теперь вот поговорим об соотношении эпидемии и экономики. Вот в прошлую пятницу наши торговые центры предлагали скидки, да, на одежду. Да. И вы, наверное, видели там, что творилось. Да. Это означает ли это то, что экономика взяла вверх, и борьба с эпидемией, она будет как бы уже такой, да, по своей волне идти? Ну, вы знаете, это все всегда взаимосвязано. Допустим, последнее постановление 578 от 26 ноября, когда практически полностью мы будем возобновлять экономическую деятельность, потому что в этом плане рассуждать это раздельно с двух позиций это неправильно, потому что очень много факторов влияет на состояние и экономики, и здоровья тоже. Поэтому с учетом таких вариантов это было сделано, что разрешается экономическая деятельность, но при этом полномочным представителям правительства в областях, в регионах, государственных администрациях, в районах, в городах, в мэриях были даны полномочия. При развитии или же при эпидосложнении на какой-то территории, то, естественно, они могут принимать какие-то меры. Вот, допустим, вот видите, карта республики. В каждом регионе эпидпроцесс развивается по-разному. Если где-то идет спад какой-то, в Бишкеке или в Чуйской области идет подъем. Допустим, в Нарынской области вроде низкая часть, но эффективные цифры сейчас ползут наверх. И вот эти все параметры сейчас должны на местах специальные комиссии, там, противоэпидемические чрезвычайные комиссии, они будут по своей ситуации решать вопросы введения ограничений и анализ экономической деятельности, анализ факторов, которые могут повлиять на развитие эпидпроцесса. Поэтому на сегодня уже достаточно информации, немножко мы, так скажем, набрали опыт управления эпидпроцессом COVID-19. Уже как бы раньше мы удивлялись, как можно жить с COVID, но COVID он пришел и уходить не собирается.
И тот прогноз, который вы в ожидании следующего вопроса, я скажу, что будет в следующем году, что будет в 2022 году. Это говорить очень сложно, прогнозировать тоже по-разному, но тенденция этой болезни такая, что первый тот удар мы на себе прочувствовали в июле. Мы уже знаем, что это такое. Он может повториться? Вот. Но во всяком случае тенденция, я сужу сейчас именно по статистике и по тем раскладам, которые на сегодня у нас Давайте вернемся идут. вот к этой таблице, да? Эта таблица, она, вот видите, выстраивается, некоторая тенденция будет. Вот она, самый пик пришелся, первый удар. Затем вот 2 месяца у нас наступает какое-то затишье идет, то есть уровень антител срабатывает у людей, и люди с опаской уже вспоминают совсем недавнее будущее, но потом начинают забывать, потом начинаются какие-то массовые у нас мероприятия, идет вот этот подъем, но уже того нет, потому что есть какая-то защита иммунная, у людей есть настороженность. Надеюсь, она будет надолго, но за 2 месяца мы иногда забыли все, что было. Сейчас вот декабрь месяц наступил, сейчас идет вот этот процесс. Если же мы опять проявим какую-то несознательность, и у нас агитационные мероприятия начнутся к следующим досрочным выборам, если это все продолжится, те безобразия, которые были в начале октября месяца, то, естественно, в январе месяце, прямо после выборов, мы можем смело отсчитать 2 недели инкубационного периода. И к концу января, вот, при такой вот стабилизации, мы можем ожидать какого-то подскока. Вот это и есть вторая волна, по вашему мнению? Это есть та вторая волна, которая имеет продолжение в связи с какими-то вот внутренними делами у нас. В других странах я просто не захватил. Там мы уже вышли на плато сейчас, по вашему Сейчас мы мнению? находимся на том плато второго, вот этого очередного подъема. И она может пойти вверх или вниз? Она может уйти, но вниз мы не планируем сейчас, потому что в декабре месяце, ну где-то ближе ко второй части начнется, у нас обычно ежегодно наступает сезон гриппозной инфекции. Острые респираторные вирусные инфекции. И если она в декабре начнет проявляться, мы, ну, в глубине, как профессионал, я надеюсь, что оно будет не таким большим, как в прошлом году. Вы вспомните, в прошлом году в декабре был тяжелый месяц. Очень много пневмоний было. Ну, очень все много, подозревали, что это уже есть COVID. Ну, это мы потом сказали, в феврале, что в марте, что у нас, оказывается, ну, это были такие конспиративные такие теории, потому что бездоказательная часть. Если бы была ИФА в январе месяце, мы бы проверили и сказали бы, да, у нас был COVID. Но у нас этих исследований, этих тестов не было. И сейчас говорить о том сложно. Да. А сейчас мы будем говорить о будущем вот в этом сезоне. Возможно, этот сезон проявится по-разному. Очень сложно предугадать, что будет. Но во всяком случае, среднее годовое сезонное течение, оно приходится на декабрь месяц. И иногда с переходом плюс на январь. Новый год, плюс президентские выборы. Плюс Новый год. Здесь у нас идут хорошо ограничения на проведение корпоративов, на проведение новогодних то, что было в прошлую пятницу в торговых центрах, что-то не похоже, это что на это были ограничения. Но это так и опять восприятие нашего населения, нашей молодежи в принципе. Здесь вот более существенно нам надо, допустим, оградить свое поколение старшее от тех моментов. Здесь я сразу скажу, что заражение в большинстве случаев происходит среди возрастного периода от 18 до 40 лет. Те, которые вот по ночам шастают, вот ходят на эти чертовы пятницы, на все остальное, пытаются ночные клубы задействовать, ну, то есть вести ту активную жизнь. Среди них идет активное распространение этого вируса. В то же время заболеваемость и, к сожалению, летальные исходы идут среди людей старшего поколения, которые заражаются от этой активной части населения. Если бы вот эта активная часть нашего населения, молодежь наша и люди достаточно взрослые подумали бы о том, какую опасность они принесут для своих родителей, бабушек, дедушек, то это было бы несколько более осознанный подход. Но это неосознанно. К этому восприятию мы долго идем.
к сожалению, долго идем. На своем Но опыте, да? на своем опыте Печальном. все печально, приходится это все изучать. Допустим, хорошо, не прислушиваемся, гуляем, торгуемся, бегаем, а потом через несколько дней сидеть возле больницы, у кого-то уговаривать, принять своего родственника в клинику, это очень сложно. Но это надо Конечно. воспринимать. Вот Но во всяком случае, не хотелось бы, конечно, предугадывать, но то, что у нас вот несколько будет агитационных вот таких периодов, ну что делать, это общественная жизнь, и без этого тоже нельзя, наверное, но я бы еще раз призвал, надо оберегать себя, во-первых, и оберегать своих близких. Ответственность должна быть на каждом. И только тогда мы все, общество, мы должны справиться с этим. Правильно и волонтеры говорят, правильно неправительственные, все мы должны быть в одной упряжке. Мы понимаем, Минздрав это четко понимает. Но наши задачи-то идут принять больного, обеспечить его диагностику правильную, быструю и обеспечить адекватное лечение. И по возможности уже потом реабилитацию провести нормально. Потому что очень много факторов, когда плохая реабилитация, она может привести к тому, что есть случаи же у нас и снова в больницу попадают. И тогда у нас еще спорные моменты возникают. Это повторное заражение идет или же это продолжение первого инфекционного процесса. То это очень сложно установить, потому что уровень лабораторной диагностики должен быть соответствующий. То есть у каждого больного по теории мы должны угадывать, какой же у него штамм вируса. Но, к сожалению, у нас вот такой возможности пока нет. И когда повторные случаи уже попадания в больницу идут, нам очень сложно дифференцировать. Это же он не долечился, или же у него снова что-то после пневмонии, или заразился снова ковидом. После пневмонии следующий у него ковид, или наоборот. Он перенес ковидную инфекцию положительную, да, вирусную, а у него сейчас опять пневмония. Откуда она? Вот это, надо этого очень остерегаться. И надо, кто переболел, давайте про даже вакцину надо. теперь. С кем мы сейчас работаем? С какой стороной? Есть ли вообще перспективы получения вакцины? Перспективы, конечно, есть. Давайте начнем с дальних перспектив взять. То, что на мировых трендах. Создана международная большая программа COVAX, она называется. Здесь сейчас очень много международных институтов идет сбор средств для этого, фонды создаются. И этот фонд на сегодня собирает заявки страновые. Допустим, этот фонд собирает средства и будет закупать вакцину для развивающихся стран. Там в этом списке более 70 стран на сегодня. И в числе этих стран был включен и Кыргызстан тоже. Здесь у нас создана специальная рабочая группа, которая создала сейчас страновую заявку. Страновая заявка заключается в чем? 3% выделяется вакцина для медицинских работников в первую очередь, потому что очень большой риск среди медицинских работников. И мы должны защитить свой медперсонал для того, чтобы он был способен работать на все случаи осложнения, так скажем. И плюс еще 20% общего населения должны быть обеспечены вакциной в рамках этой международной программы. Заявка уже есть в этом плане, но вы же знаете, что во всем мире сейчас массового производства вакцины еще не началось. Есть отдельные факты, когда американская компания Pfizer пустила рекламный ролик, что они прям развозят по всему миру эту вакцину. Но это не так, это в 2 страны Европы всего завозится эта вакцина. А там, где была возможность закупить некоторое количество вакцины, но там, допустим, есть какие-то ограничения. Допустим, минус 70 градусов это требование для хранения и перевозки этой вакцины. А у нас в стране имеется всего несколько холодильников минус 70, где мы храним, так скажем, свои лабораторные дела. Вот. И обеспечить вот ту логистику просто не будем в состоянии. И плюс стоимость этой вакцины, как было объявлено, $15,5 за одну дозу. Нам на каждого надо 2 дозы. Вот. И получается где-то $31 это стоимость только вакцины.
плюс еще сюда логистика, доставка, плюс все остальное, то Это вот 50 такая долларов, да, где-то ну, примерно? где-то, наверное, так оно и выйдет. Кроме того, на сегодня тоже опять информация идет. В России уже первая, вторая вакцина зарегистрирована. Но опять-таки буквально только с завтрашнего дня начинается работа прививочных пунктов в Москве. Это вот тестовые еще прививки. То есть 4-й этап, когда более массовая прививка, но под контролем. И плюс еще 400 тысяч военнослужащих, допустим, в Минобороны Российской Федерации. Это большой контингент, который будет привит в первую очередь. И потом проходит какое-то время для оценки. И, допустим, в России вице-премьер-министр Голикова объявила, что с января месяца будет вакцина пущена в гражданский оборот. То есть после этого обсуждается вопрос, что будут в страны ОДКБ здесь какую-то часть вакцины здесь распределять и здесь поступать. В принципе, мы сейчас предварительно переговоры ведем, постоянно на связи, как происходит с выработкой вакцины, каким образом мы можем даже поучаствовать на окончательных этапах этой вакцинации, испытаний. Может быть, мы здесь у себя посмотрим, как же будет влиять, достаточно эффективна эта вакцина или нет. Это тоже надо смотреть. И поэтому с российской стороной тоже никакого отказа нет. Здесь они идут на сотрудничество, мы пишем письма, переписываемся. И вот тоже в режиме ожидания, когда достаточное количество этой вакцины будет, тогда появится и доступ к ней. А с другими странами? С другими странами. Ну, Китай в частности. В частности, ну, давайте с Турцией, да, вот, где есть тесное сейчас взаимодействие. 2 раза была конференция в Турции. Турецкие производители тоже приступают уже на стадии испытаний вакцины против COVID-19. И были конференция туркоязычных стран. 2 раза обсуждали уже эти вопросы, но пока таких конкретных предложений еще нет об участии, допустим, на заключительных этапах. Каждый производитель вакцины старается сейчас определенную часть вакцины передавать в разные стороны мира, так скажем, в разные страны, чтобы посмотреть, каким образом эта вакцина работает. Вот, и чтобы много стран убедились в эффективности. Да, вот. И сегодня такая работа вот, с турецкой стороны вот такая на уровне обсуждений, на уровне предоставления каких-то характеристик, пока вот такое идет. Со стороны с Китаем, в принципе, были предложения об участии от имени нашей страны, там какого-то назначить по доверенности ведущих специалистов для того, чтобы участвовать на каких-то этапах, но мы на этом пока не стали зацикливаться, чтобы не участвовать в каких-то экспериментах. У нас и так страна маленькая, но нам лучше подход такой, когда уже, если с доказанной эффективностью, лучше закупить. Если будут другие каналы приобретения этой вакцины, то прорабатывать и другую часть тоже. Но уже китайская вакцина, она, по-моему, они уже и в розницу ею торгуют, потому что интернет, поставщики уже выходят, допустим, минимальная партия поставки 10 тысяч доз. Просто я запросил, там какая же цена будет на эти 10 тысяч доз, 100 тысяч доз. Прорабатываем все стороны эти вопросы. Пока ответа не было, я не могу сейчас ответить. Хорошо, такие простые, но одновременно сложные вопросы. Да. Когда мы получим первые вакцинации, и какая это будет вакцина, с какой страны, вот, по вашему прогнозу? По нашему прогнозу, реально, мы получим все-таки российскую вакцину, потому что это наш очень близкий партнер в этом части, и в экономическом плане, в социальном развитии. Очень много сейчас и межправительственный совет, где будут обсуждаться дальнейшие интеграции. В этом плане мы тоже работаем и с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
с Роспотребнадзором в очень тесной связи. Вот буквально в Санкт-Петербурге будет очередное совещание с участием главных государственных санитарных врачей стран СНГ. И один из вот таких насущных вопросов — обсуждение доступа к вакцине. Когда это может произойти? Это вот мы 9-10 декабря будем обсуждать эти вопросы. И, возможно, производство вакцины в самом процесс-то не очень-то сложный. Просто Да, его там нарастить, проблема масштабирования. объемы, да, масштабировать просто. А такие возможности, по-моему, уже в России запущены. Это 4 производства, как я уже знаю, есть. Есть и вторая часть, другая вакцина тоже, еще более интересная вакцина, но я думаю, что в какую-то программу мы все-таки включимся. На первом этапе, естественно, мы будем просить, чтобы какую-то часть, может быть, в рамках сотрудничества, в рамках каких-то соглашений двухсторонних, возможно, и будем все каналы обеспечения доступа к вакцине иметь. Поэтому в этом плане это одна из приоритетных задач — доступ к вакцине. Вот, и потому что все-таки склоняются к тому, что все-таки надо вакцинироваться. И вот этот уровень иммунной прослойки населения поднимать именно вот путем профилактической вакцинации. Ну, Балтович, спасибо вам за интервью.